Мақалдың мағынасын өз сөздеріңмен түсіндіріңдер. Вот такое вот задание я встретила в учебнике по казахскому языку. И решила, что это предложение вам нужно обязательно научиться читать. Привет, дорогой друг! С тобой сегодня снова я, Юля. И это наш с тобой канал «Прочитаем с Юлией Левченко». Здесь мы с тобой учимся читать по-казахски. Так что, если ты еще не подписан, подписывайся, делись с друзьями, а может быть с врагами. Пусть они научатся читать по-казахски. Итак, поехали. Все как обычно, мы каждое слово делим по слогам. И у нас получается вот что. Ма-кал-дың. Ма-кал-дың. Макалдың. Макалдың. Напомню, как читать букву К. Все очень просто. Попробуй откашляться через букву К, и у тебя получится звук К. К. Макал. Макал. Макалдың. Макалдың. Опять же буква здесь практически не читается. Будем считать, что ее нет. Макалдың. Буква Д и буква читаются вместе. Совсем. Итак, напомню, как прочитать букву Н с хвостиком. Или букву Вспоминаем английский язык. При сочетании буквы N и буквы G получается звук Либо давай объясню, как это сделать еще проще. Кончиком языка тянемся к верхнему небу и, не дотягиваясь до него, произносим букву N. И у нас получается звук Макалдың. 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 Едем дальше. Мағынасын. 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 Здесь нужно научиться читать букву Г. Ее надо учиться читать на сравнении. Можно сказать магнасын, а можно сказать мағынасын. И это будет верно. Вот так легко и просто. Мағына, мағынасын. Буква в последнем слоге опять же не читается. И у нас ударение перескакивает на слог вперед. Мағынасын, мағынасын. Вот так, легко и просто. Едем дальше. Слово өз, өз, өз. Если мы произнесем слово пес и уберем букву П, то дальше буква Е будет звучать как өз, өз. Едем дальше. Сөздеріңмен. Сөз, сөздер, сөздеріңмен. Сөздеріңмен. Здесь нет ничего сложного, практически все буквы ты знаешь, как читать. Давай проверим. Букву ты знаешь, как читать. Сөз, сөздер, сөздеріңмен. 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 Оказывается, все очень просто, да? Едем дальше. Слово түсіндіріңдер. 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 На самом деле все просто. Я тебе сейчас напомню, как читать букву или ту самую букву У без хвостика. Слово тюк. Убираем букву Т. И у нас в данном случае буква Ю будет звучать как Түсі, түсіндіріңдер, түсіндіріңдер. Дальше у нас везде идет практически буква или та самая палочка с точкой. Так вот, она говорит о том, что слово мягкое и практически не читается. И у нас получается түсіндіріңдер. Түсіндіріңдер, түсіндіріңдер, түсіндіріңдер. Вот так, легко и просто. Ну а букву или Н с хвостиком ты уже умеешь читать. Все очень просто. Мақалдың мағынасын өз сөздеріңмен түсіндіріңдер. Мақалдың мағынасын өз сөздеріңмен түсіндіріңдер. Мақалдың мағынасын өз сөздеріңмен түсіндіріңдер. Получилось? Думаю, что получилось. А если нет, пересмотри еще раз видео, и у тебя все обязательно получится. Ну все, пока, до следующего видео.